кто сегодня в Душанбе останется без света. С 9:00 до 16:00 в Барке точек отключения объясняют то профилактическими работами, то нехваткой денег. Определенная часть Душанбе сегодня, 2 апреля, останется без электричества. Его подача будет прекращена в связи с проведением плановых ремонтных работ. Свет отключат в 9 часов, его не будет до 16 часов, сообщили АК в душанбинских энергетических сетях. В указанное время электричество перестанет поступать в дома на улицах Айне, Бенакарон, 1 мая, Сахеле, Дихати, Мирале, Ушакова, Вызах, Н. Карабаева, Екачинарская, Барбада, а также в микрорайонах Екатут и Восточные холмы. В зависимости от объема ремонтных работ, на некоторых улицах энергопитание будет подключено до указанного времени, отмечают в Горчете. В течение января, февраля и марта практически ежедневно жители различных районов столицы поочередно остаются без электричества в дневное время. Энергетики проводят ремонтно-профилактические работы. В энергохолдинге Барки точек отключения объясняют то профилактическими работами, то недобросовестностью потребителей, которые не хотят платить за свет. Что недавно заявил Барки точек. Потребители обеспечивались электроэнергией всю зиму, однако не проявили серьезную ответственность при ее оплате, говорилось в распространенном 29 марта в связи с дефицитом электроэнергии обращении Барки точек. Отмечалось, что задолженность населения за электроэнергию приближается к 1 миллиарду самона, более 106 миллионов долларов. В таких условиях полное и непрерывное обеспечение страны электроэнергией является очень сложным и в определенной степени невозможным, подчеркивалось в обращении. Что, вероятно, происходит на самом деле. Сотрудники энергосетей в регионах сообщали потребителям, что отключения электроэнергии связаны с нехваткой воды в Нурекском водохранилище. По официально неподтвержденным данным, в настоящее время Нурекская ГЭС, которая обеспечивает почти 70% внутренних потребителей электроэнергии, работает на притоке реки Вахш. Запасы водохранилища давно исчерпаны. На нехватку электроэнергии также повлияла приостановка работы сданного в ноябре прошлого года в эксплуатацию первого агрегата Рагунской ГАЭС. Такое решение, по данным экспертов, было принято в целях проведения профилактических работ для выяснения исправности деталей гидроагрегата.